Прежде всего, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Хотел бы отметить, что компания «Якутскэнерго» – это крупный производственный холдинг, который развивает энергетические, жилищно-коммунальные, топливные и другие виды бизнеса в составе группы компаний Power В нашем регионе, как вы знаете, развитие энергетики всегда было опережающим и формировало модель промышленного комплекса республики, рост городов и поселков. И сегодня наша компания объединяет в своем составе генерацию сетевой комплекс, аккумулирует опыт самых разнообразных видов деятельности в сложнейших природно-климатических условиях. И с 2019 года наша компания работает в объединенной энергосистеме. Это прежде всего огромная ответственность и важное условие освоения современных стандартов энергоснабжения. Установленная электрическая мощность станции «Якутскэнерго» составляет 1140 МВт, тепловая 1724 гигакалорий в час. Протяженность линий электропередач всех классов напряжения более 26 тысяч и численность персонала нашей компании 4421 человек, это без учета наших 4 дочерних обществ. В целях подготовки к работе в осенне-зимний период по группе «Якутскэнерго» был сформирован и в полном объеме выполнен план мероприятий, который состоял из 237 пунктов. В соответствии с приказом Минэнерго России от 3 ноября наша компания получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон. В рамках ремонтной программы за 2022 год нами отремонтировано 850 километров электрических сетей разного класса напряжения, 3 турбоагрегата, 6 километров тепловых сетей и также осуществлена чистка просек в объеме 2314 гектаров. А в целом мы отмечаем, что наша ремонтная программа перевыполнена как по сетевому комплексу, как по физическим показателям, так и в денежном выражении. И, соответственно, по объектам генерации освоение ремонтной программы у нас в 2022 году составило 100%. Значит, в период особо низких температур мы издали приказ по ПАО «Якутскэнерго», в соответствии с которым введен режим повышенной готовности для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации всех энергообъектов. В этот период мы не проводим плановые отключения, за исключением случаев ликвидации после аварийной ситуации, и также провели дополнительное комплектование аварийных бригад, несением круглосуточного дежурства, резервных источников питания, техники, материалов и оборудования. Значит, очень много и в наш адрес, и, наверное, в адрес органов государственной власти поступает жалоб на плановое отключение. Здесь я хотел бы отметить, что прежде всего проведение плановых отключений связано как с проведением ремонтных работ, так и подключением новых абонентов. По итогам 2022 года мы подключили порядка 6 тысяч новых абонентов, и, соответственно, каждый из этих заявок требовал в том числе и плановых отключений. Значит, в целом хотел бы отметить, значит, почему мы проводим плановое отключение в зимний период. Это не связано с тем, что мы не своевременно в период подготовки к ОЗП проводим ремонтные работы. Это связано с тем, что необходим ремонт или, допустим, замена опор, которым возможен подъезд только в зимний период. Это в основном линии электропередач, которые у нас расположены в лесных массивах, между населенными пунктами и, соответственно, обеспечивают большое количество наших потребителей. Также зимой производится плановое отключение или аварийное отключение, когда необходимо устранить аварийные дефекты, которые выявлены при проведении обходов, осмотров для предотвращения отключения линии на более длительный срок. И также, когда необходимо выполнить технологическое присоединение новых потребителей по их заявкам, на выполнение которых федеральным законом отведены жестко регламентированные сроки. В целях снижения аварийности приведения электросетевого комплекса в нормативное состояние нами разработана программа повышения надежности электросетевого хозяйства нашей компании на период до 2028 года. Объем средств, которые необходим на реализацию программы, составляет порядка 60 миллиардов рублей, то есть в годовом исчислении это от 7 до 8 миллиардов рублей, при том, что тарифные источники нам позволяют направить на эти цели порядка 3 миллиардов рублей. Также на постоянной основе мы проводим мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности объектов энергетики, а также минимизацию возможных последствий и актов незаконного
мешать. Но это коротко о том, какие меры принимает компания Якутскэнерго в рамках обеспечения надежного энерго- и теплоснабжения наших потребителей. В целом же, если говорить, насколько велик запас прочности объектов энергетики республики, хотел бы отметить, что совокупный индекс технического состояния по линиям 35-220 кВт составляет 80%, по подстанциям более 80%, и, соответственно, состояние в целом энергохозяйства оценивается как удовлетворительное. В зоне ответственности нашей компании находится более 6 тысяч термомоторных подстанций низкого класса напряжения, более 300 тысяч опор линий электропередач распределенных сетей, что, безусловно, не позволяет полностью исключить возможность локальных аварийных отключений. При этом персонал районных электрических сетей всегда находится в постоянной готовности к устранению таких нештатных ситуаций в минимально возможные сроки. Аварийные бригады, как я уже отметил, сформированы, разработана схема оповещения сбора и также полностью укомплектован аварийный запас и подготовлены резервные источники питания. То, что касается импортозамещения, но прежде всего это связано с работой нашей самой молодой станции, которой мы в 2020 году отметили 5 лет, это Якутская ГРЭС-2. Вы знаете о том, что при проектировании и, соответственно, строительстве были установлены 4 лэмки 6000 производства американской компании General Electric, и мы не смогли, ввиду тех экономических санкций против Российской Федерации, которые были введены западными странами, провести, соответственно, плановые ремонты второй и четвертой машины, четвертой и первой машины в 2022 году, и в этой связи совместно с системным оператором мы в течение второго полугодия 2022 года вводили так называемый щадящий режим работы. Мы разработали план замещающих мероприятий. Эти мероприятия достаточно капиталоемкие, мы их оцениваем порядка даже более 10 миллиардов рублей. Нами уже в сентябре 2022 года заключено 2 контракта компании «Лентурборемонт» на изготовление достаточного количества лопат, так и оборудование для капитального ремонта 3 и 7 турбин на ГРЭС-1. Также у нас сейчас на стадии заключения договора с компанией ДК «Инжиниринг» на приобретение 2 ГТУ мощностью 25 мегаватт модульного исполнения, которые будут смонтированы на площадке ГРЭС-0. Ну и кроме этого уже правительственной комиссией принято решение о перепроектировании строительства второго очереди Якутской ГРЭС-2, где изначально также планировалась установка ЛМок, но сегодня принято решение об установке там пары силовых установок отличного производства. А в целом же мы также сейчас совместно с нашей материнской компанией рассматриваем возможность и замены импортного оборудования и на станции ГРЭС-0. То, что касается резонансного случая, который произошел 1 января, прежде всего хотел бы отметить, что аварийная ситуация произошла на абонентской линии, которая сегодня принадлежит и обслуживается самими СНТ «Сатал». В результате, соответственно, выхода из строя муфты короткого замыкания сработала защита трансформатора на подстанции радиоцентр, в результате чего у нас более 7 тысяч наших потребителей было отключено, потребители Жатая, Тулагина, Кельдянца, и, соответственно, в первые часы аварийной ситуации мы занимались восстановлением энергоснабжения этих потребителей. В течение часа электроэнергия была подана на эти объекты. И, соответственно, длительность восстановительных работ на СНТ «Сатал», она связана прежде всего с тем, что нам не были предоставлены схемы энергоснабжения. Соответственно, в микрорайонах Сатал очень долго мы искали и находили энергетическую службу СНТ «Сатал», которая в конечном итоге сказала, что у них нет ни сил, ни средств. И в 10:30 было принято решение, вернее, в 9:30 было принято решение о восстановлении силами Якутскэнерго. Но в течение примерно часа-полутора соответственно шли эти организационные вопросы, потому что это объект повышенной опасности, мы не можем допустить эти требования техники безопасности своего персонала на чужие объекты. Была вызвана автовышка, пока она приехала из города, пока ее отогревали, соответственно, время было потеряно, и 16:05 энергоснабжение Сатала было восстановлено в полном объеме.
Значит, ну, также был вопрос вот в отношении, почему ремонтные работы проводятся зимой, но я уже ответил, что это связано с проведением ремонтных работ в зоне там сложной транспортной логистики, туда, где летом или весенний период невозможно подъехать, а работа можно произвести исключительно в холодное время года. Ну и также был вопрос вот в отношении случая, который у нас произошел в конце августа 2022 года, когда из-за отключения по грозе двух высоковольтных линий классом напряжения 220 киловольт Магдагачи-Уручи и Магдагачи-Гунджа для сохранения устойчивости энергосистемы, допустимых параметров, соответственно, значит, режим, который был введен системным оператором, противодействием противоаварийной автоматики энергосистемы Якутии и часть западного района энергосистемы Амурской области были выделены на так называемую изолированную работу, что, соответственно, вызвало срабатывание автоматики и, соответственно, были остановлены наши газотурбинные установки. Ну, в последующем, в течение 1,5-2 часов энергоснабжение всех потребителей было восстановлено. Чуть-чуть у нас затянулось восстановление в западном энергорайоне, но там тоже где-то в районе 3 часов энергоснабжение полностью было восстановлено. Конечно, это говорит о том, что энергосистема нашей республики в связи с выходом на оптовый рынок энергии и мощности значит, зависит от сложившихся режимов объединенной энергосистемы Востока, управляющих воздействию системной режимной противоаварийной автоматики. Значит, это так называемая цена работы объединенной системы, но при этом, конечно же, есть и плюсы. Да. Прежде всего, например, до выхода на ОРМ при изолированной работе центрального и западного энергорайонов отключение даже одной генерирующей единицы на наших станциях вызывало отключение потребителей и, соответственно, возникали риски посадки наших станций на ноль. Сегодня аварийное отключение генераторов и турбин для потребителей фактически происходит незаметно, так как это компенсируется, ну, соответственно, другими станциями объединенной энергосистемы Востока. Ну, вкратце у меня все, если будут вопросы, я Алексей Александрович, чтобы закончить с эталом, вы готовы взять на себя это, себе Ну, это я отвечу на это вопрос следующим образом. Есть соответствующие правила передачи сетей от СНТ в адрес энергосетевых компаний. Мы, начиная с 2017 года, ведем соответствующий диалог с представителями СНТ «Сатал». Мы выдаем им замечания, которые не устранены по сегодняшний момент. И более того, я скажу, что сегодня СНТ «Сатал» имеет задолженности за потребленную электрическую энергию перед компанией «Курскэнерго» более 40 миллионов рублей. Это на минуточку более 3 лет, то есть, соответственно, все жители, которые там живут, более 3 лет безвозмездно пользуются электрической энергией, которую вырабатывает наша компания, ну и при этом, значит, отдельные, к сожалению, значит, товарищи предъявляют претензии насчет случившегося в адрес компании «Курскэнерго». Мы же своими силами и за счет собственных средств произвели восстановление энергоснабжения, это так. Но единственное, что это восстановление затянулось только по той простой причине, что авария произошла не на сетях и Курскэнерго, а на абонентских сетях. Спасибо. Спасибо.